Все чаще режимы Беларуси и России мешают в кучу православие и идеологию. Например, патриарх Кирилл говорил, что погибшие российские солдаты на поле боя в Украине – жертвы. Что эта жертва смывает все грехи. Призываю благословение Божие на все вооруженные силы России. Также российские священники благословляли на войну мобилизованных, в том числе завербованных в колониях. Не отстают и белорусские коллеги по цеху. Протоиерей и любимец Лукашенко Федор Повный оправдал вторжение России в Украину и заверил: с ним и российской армией Бог, поэтому белорусам нужно мобилизоваться. Что вообще? В руках недобросовестных правителей религия становится одним из основных рупоров пропаганды. Как это происходит и к чему привело, рассказываем в новом выпуске «Эта пропаганда сломалась». Не забывайте подписаться на наш канал и поставить этому видео лайк, так его смогут увидеть еще больше людей. Меня зовут Лера Уласик. 7 лет назад Наталья Поклонская принесла икону на акцию «Бессмертный полк». С тех пор образы православия и победобесия стали смешиваться в одно идеологическое варево. Пропаганда начала активно сравнивать «Бессмертный полк» с крестным ходом. Это праздник с сединою на висках. А это Минский Свято-Елисаветинский монастырь. Как развидеть их крестный ход под «Катюшу» – непонятно. И даже если забыть, что в СССР активно боролись с любой религией, марши под военизированную музыку просто несовместимы с христианскими учениями. И над всем этим победобесием развивается российский флаг с большой буквой «З». А это к религии каким боком, извините? Всех несогласных вестимо под репрессии. Так, недавно московского священника лишили сана за то, что он заменил в молитве слово «победа» на слово «мир». Но это же полное дно. Кстати, о дне. Вот его искали в Тюмени, бегая с портретами бессмертного полка по дну местного водоема. Ну а так как моржи не только могут летать с парашютом. Действительно. Мы проплыли в ближайшем водоеме с родниковой водой, с лагами. Спасибо, что хоть без икон. А вот минские школьники с почестями приняли из Кремля, внимание, огонь с могилы неизвестного солдата. Осталось только вместо Иисуса начать молиться этому самому неизвестному солдату. Тут вам самая настоящая милитаризованная религия и получается. Георгиевская лента и всякие там Z – это крестик. Солдаты российской армии, что прошлого века, что сегодняшние – это святые. А переписанная история с культом вождя-спасителя – Библия. Крестные ходы, благодатные огни – все на месте. Пока с нами рядом Господь и истина с нами. Война и религия бок о бок. Вот уж дожились. Именно идеологии в Советском Союзе пытались заменить религию. Как видим, то, что не доделали за 70 лет, успешно претворяется в жизнь на наших глазах. Меня зовут Лера Уласик. Напоминаю, что сказать спасибо за нашу работу вы можете лайком, комментарием и подпиской.